Добрый вечер! Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая Салтанат Кудайбердиева. Уже на днях, буквально на днях, между Казахстаном и Узбекистаном начнет действовать аналог европейского Шенгена – виза шелкового пути. Договоренность была достигнута еще в конце прошлого года. Это автоматически усилит туристическую привлекательность двух стран, стимулируя развитие различных видов туризма, в том числе и автобусного. Кыргызстан, напомним, на днях уже лишился одной из своих возможностей продвигать самый демократичный и общедоступный способ путешествия. Если верить сообщениям в СМИ, то прямой автобусный рейс из Бишкека в Ташкент был закрыт. Как в целом новые угрозы, риски, тенденции и, собственно, сами пути решения отражены в новой правительственной программе развития до 2023 года, попытаемся узнать у приглашенных экспертов. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях замминистра, директора департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Дамир Улу Махсат и доктор экономических наук, в прошлом профессор экономики в Нью-Йоркском университете Назгуль Дениш. Еще раз добрый вечер. Международный туризм из года в год, несмотря на определенные риски безопасности, растет. И в условиях высокой конкуренции неудивительно, что каждая страна, используя ограничительные меры в отношении иностранных компаний на своей территории, старается перетянуть туристов на свою сторону, заработать больше, чем соседние государства. И здесь очень важно выстроить четкую стратегию, некий алгоритм действий. И хочется верить в то, что новая программа развития туризма, которую недавно профильное ведомство разработало и презентовало правительству, отвечает требованиям времени. Как сообщили нам сами участники туристического рынка, этот документ разрабатывался с учетом их мнений и рекомендаций. Поэтому, собственно, мы и не стали их звать, приглашать в студию. Махсат Дамирович, от лица всех, кто работает в сфере туризма, не могли бы обозначить основные моменты новой правительственной программы, и рассказать нам, что изменится на этом рынке в ближайшие 5 лет? Это 5-летняя программа, которая нам даст вектор развития туризма в Кыргызской республике. Как вы сами тоже знаете, что до сегодняшнего дня работала программа другая, которая должна была действовать до 2020 года. И постановлением было принято, что нам нужно принять вот эту новую программу, которая реально отвечает настоящему требованию всего туристического рынка, всего в мире, и то, что происходит у нас в Кыргызстане. Основными моментами этой программы были обозначены, это в первую очередь развитие инфраструктурных вопросов в Кыргызстане касательно туристической сферы, привлечение инвестиций, также безопасность туристов, либерализация визового режима, экологические моменты, то есть то, что мы привлекаем туристов, это не должно отрицательно влиять на экологию в Кыргызстане. Когда вы говорите о либерализации визового режима, что вы имеете в виду? Отмену? Мы имеем в виду, что с 2012 года, вы знаете, действует в Кыргызстане безвизовый режим для 45 стран. Вначале 44 было, потом добавили Японию, 45 стало. И на сегодняшний день как раз-таки по инициативе депутата Дастана Бекешева обсуждается в Джогорку Кенеши вопрос продления срока этого безвизового режима, то есть закона о безвизовом режиме. И туда от имени правительства было предложение добавить также 10 стран, которые, получается, внутренний валовый продукт на одного человека в этой стране превышает $7000. Это страны, я точно количество, то есть название не помню сейчас прям сказать, но это Оман, например, Албания, Аргентина, такие страны. А виза шелкового пути? Виза шелкового пути, как я знаю, то есть Казахстан, Узбекистан сейчас уже достигли определенных договоренностей. И с 20 февраля, если не ошибаюсь, они уже должны, то есть, приступить к этой работе. То есть они начинают принимать визу
друг друга. Так мы подключимся. Естественно, мы сейчас работаем над тем, что через МИД Кыргызстана сейчас будем переговаривать с этими двумя странами, чтобы мы тоже туда вошли. Но нужно отметить, что изначально эта инициатива была Кыргызстана, но ввиду некоторых факторов Казахстан стал первым, кто вообще вышел. Ввиду каких факторов? Но у нас определенные были моменты, где эта инициатива затормозилась, и, к сожалению, не мы стали первой страной, которая В общем, вообще... инициативу перехватили наши соседи. Да, буквально говоря так. Назгуль Денишевна, о текущем состоянии туризма вы знаете не понаслышке, далеко не понаслышке. Буквально в прошлом году вы провели достаточно большой анализ этого рынка, в котором в этом анализе вы приводите несколько факторов, которые сдерживали и по сей день сдерживают развитие отечественного туризма. Вот решения по ним, да, в новой правительственной программе развития отражены? Да, в целом это очень хорошо продуманная и всесторонняя программа мероприятий по развитию туризма. Конечно, у меня есть свои замечания, дополнения. Конечно, она охватывает все сферы, но я вот, например, во-первых, я хотела бы отметить, что по первому разделу макроэкономические прогнозные цели, например, обеспечить рост продукта ВВП в сфере туризма, он предусматривает цифры от 5 до 7% роста ежегодный. Я просто хотела отметить, что нужно очень осторожно относиться к этим прогнозным цифрам, потому что, во-первых, это сейчас все эти рост зависит от мировой экономической конъюнктуры. Сейчас, когда мир переживает фундаментальный фазовый переход, вся мировая экономика, окно прогноза резко сужается, как в любой динамической системе, переживающей фазовый переход. Поэтому очень трудно прогнозировать не то, что на 5 лет вперед, но даже на 5 месяцев мы не знаем. И поэтому даже просто дать вам некоторые цифры, согласно Всемирному банку, рост ВВП, целого ВВП Кыргызстана в 2017 году был всего лишь 2,5%. Эти цифры, по крайней мере, предполагают, что рост туристической области будет хотя бы 2 раза опережать рост в целой экономике. У профильного ведомства ранее была более амбициозная цель – довести ВВП, долю туризма ВВП страны до 10%. Это они еще сейчас снизили? На самом деле, да, вы верно ответили, и Назгуль тоже хорошо сказала по поводу макроэкономических показателей. Мы, когда делали анализ, ссылались на те наши показатели, которые идут, в принципе, за последние 3 года, да, какой идет рост, какая тенденция показывается в этом плане. И за 5 лет можно было бы достичь показателя 10% вклада ВВП туризма в экономику страны. Если даже ничего не делать, то в туризме он будет показатель плюсовой. То есть поэтому и в программе то, что мы заложили, это в принципе реально. Тут методика расчета между Всемирной туристической организацией и нашим Статком сильно отличается. Или по второму пункту, то, что касается числа въезжающих иностранных туристов, у нас, во-первых, на пограничном контроле нет системы, которая различить может между китайцем, трудовым мигрантом и китайцем, въезжающим как туризм. Во-первых, надо усовершенствовать и гармонизировать эту систему. Каким образом мы сейчас будем учитывать количество въезжающих туристов, насколько они тратят у нас в Кыргызстане, статистические данные, если привести в порядок. Да? То есть очень тут комплексная работа требуется и системный подход. То есть обязательно механизмы нужно прорабатывать, каким образом мы собираемся эти достигнуть. Но 7%, на мой взгляд, это самый такой неамбициозный план. Прямой вклад туризма в ВВП, вот, кстати, так написано и в вашем отчете, очень мизерный. По итогам 2016 года вклад туризма, прямой вклад туризма в ВВП составил всего лишь 1,4%. Да, Назгуль Денишевна? Да. Получается, чиновники сейчас переоценивают результаты, да, туристической деятельности? Да, я считаю, здесь, конечно, все зависит от методики подсчета, как посчитать. Да. Прямой вклад туризма, он маленький, мизерный, как вы правильно, Салтанат, отметили. Но если подсчитывать косвенный вклад туризма через
мультипликативный эффект на смежную отрасль, например, строительство, допустим, сельское хозяйство, поставщик продовольствия, то будет он выше. Но все равно у Кыргызстана сейчас даже общий суммарный вклад туризма ниже, чем у соседних стран или соответствующих. Например, и у нас еще что плохо тем, что у нас из-за низких цен у нас на один турист, который приезжает, оставляет в сутки очень мизерную сумму, небольшую в среднем, около 150-140 долларов, тогда как в Казахстане эта цифра 370 долларов Низких или цен 700. вы имеете в виду на что? Ну, я не знаю, просто На общее продукты количество. питания. Может, это еще нужно делать, учитывать то, что у нас теневая экономика есть, и все делается. Наверное, на самом деле реальный вклад больше, но он не такой большой даже с учетом этого фактора, не такой большой, как в соседних странах, даже в Казахстане, который вроде не имеет таких жемчужин, как Иссык-Куль, Сары-Челек. Но они как-то умно построили свою маркетинговую программу. Конечно, мы не можем с ними равняться, но нам есть к чему расти. Но общий вклад был последний туризма в ВВП Кыргызстана около 4% колеблется. Ну, по итогам Ну, прошлого общего, года вы да. По говорили о итогам том, прошлого что года вы довели это- до 5%. Да, это около Ну 5%, да, даже чуть больше 5%. Конкретные статистические данные еще пока не вышли. Если сказать конкретно по Иссык-Кульской области взять, да, именно Иссык-Кульский, вот, пляжный рекреационный туризм, то у нас на Иссык-Куле насчитывается примерно 33-35 тысяч койко-мест. Это на одну сутку, да? И мы все знаем, что примерный оптимальный период сезона это длится где-то 30 дней. Если 30 дней умножаем на 35 тысяч койко-мест, это сколько там выходит у нас? Миллион 200. И сколько турист за одну сутку тратит, да? Это примерно, если посчитать, где-то, наверное, совместно там с транспортными расходами, там, с проживанием, с питанием, минимум где-то 100 долларов, да, выходит. И тут ну да, такие расчеты делать. И плюс потом 130 тысяч человек приехали за 2018 год из стран безвизового режима. А эти туристы, они где-то в порядке 500 долларов за пребывание в Кыргызстане. Это среднезначные цифры, да? И, естественно, если взять всю эту как бы сумму, мы рассчитываем где-то около 420 миллионов долларов был оборот туризма за 2018 год. И, в принципе, тенденция роста наблюдается. Есть определенные моменты, когда не из-за того, что там, убегая от уплаты налогов, там бывает скрывает и так далее. Ну, это то, что сейчас происходит, да, происходит. Каким образом мы сейчас должны бороться с этим, выводить из тени, это уже другой вопрос. Вопрос в том, что вы отменили лицензирование данного сектора, ну, Да, вообще да. сектора туризма. Я считаю, То есть это было очень хорошим решением и так далее. По данным Насстаткомитета, да, 88% участников рынка являются физическими лицами. Мгм. Это мы должны понимать, это предприниматели, Да. которые ведут свою работу на патентной основе. Да. А мы знаем стоимость патента. Да. Есть пароход- определенные гостевые дома, коттеджи, пансионаты и так далее. Ну, например, они платят патент за койко-место, да? То есть налоговый инспектор приходит, ну, иногда даже не заходит, а спрашивает там во дворе, сколько у него там койко-мест. Человек может сказать 5, хотя на самом деле у него 15 или 20, да? То есть от этого тоже идет То есть такие вопросы. слабое налоговое администрирование. Да. Я Да, просто Настя хотела Денисовна. бы, да, хотела просто добавить и заметить, что не надо слепо гнаться за количеством увеличения числа туристов или выручки. Мне кажется, нужно повысить качество, не качество в смысле предоставляемых услуг, это тоже большая проблема, но Кыргызстан должен качественно изменить свою стратегию в туристической области, не гоняться просто за традиционными низкобюджетными туризмом. Например, вот вы называли насчет Правильно. Иссык-Куля, столько-то людей приезжает. Все равно они не оставляют много денег.
И у нас короткий сезон туристический, на Иссык-Куль, максимум 3 месяца. Это Правильно. иногда 2 месяца. Если мы будем гоняться за дешевыми туристами, массовые по 1 миллиону, 2 миллиона в год, они просто вытопчут нашу экологию. Экология Кыргызстана не выдержит этой нагрузки. Я считаю, альтернативным направлением должно быть высокорентабельные сектора, сегменты в туристической отрасли, в всемирном, например, высокорентабельный, высокостоимостной приключенческий туризм, экстремальный туризм, такие как альпинизм, горные лыжи. Ну, лыжи уже существуют, но, например, есть очень приключенческий туризм. Он приносит намного больше прибыли, маржа выше, и нужно таргетировать сегмент более зажиточных и, то есть, туристов класса люкс. Я считаю, и здесь огромные возможности, и надо развивать этот сегмент. Помимо этого, не надо забывать также, чтобы доходы от туристической деятельности более-менее равномерно распределялись и справедливо. И мое исследование в 2017 году выявило, что основная доля доходов, когда я анализировала цепочку добавленной стоимости в туристических, выявлено было, что львиная доля аккумулируется в турфирмах, больших операторах, которые, большинство из них располагается в городе Бишкек. Тогда как местное население получает максимум там, в пределах 80% от вот таких, например, от приключенческого, например, того же культурно-туристических от иностранных туристов, которые ездят. И, конечно, эта ситуация, если мы хотим поднять регионы, экономику регионов, это не является хорошей стратегией. Да, есть такие факты, но когда фестивали или же местное сообщество придумывает свой туристический продукт, и он связан с туроператором, естественно, туроператор дальше он по цепочке добавленной стоимости, он дальше идет на мировые рынки и там уже рекламирует, показывает, продвигает эти продукты. А это интересно туроператорам? Обязательно Они интересно. же зависят от своих зарубежных партнеров, от того... Не всегда. На самом деле, вообще, как строится эта вообще система, они в первую очередь туроператор формирует свой турпродукт, формирует на основании тех пожеланий, то, что есть у нас туристов. на рынке сегодня. Если на сегодня на рынке нету никаких фестивалей, никакого события, мероприятия, естественно, они основываются только на тех природных приключенческих моментах, да, то есть вводят на Сонкойль, там показали какой-то там сказку, там, Джитёгуз или Арсланбаб, показали, и все, на этом заканчивают. А если еще между этими путешествиями добавить какие-то развлекательные моменты, то это, естественно, повышает добавленную стоимость. Японские эксперты провели исследование пика Ленина, восхождение пика Ленина на границе Таджикистана. Оказалось, что вот это альпинизм, да, экстремальный. Оказалось, что около 80% туроператоров действующих там, оказывается, зарегистрированы в Узбекистане, узбекские. И где-то 10-15 оставшихся российские и казахские фирмы, и только 5% кыргызские. И при этом местное население абсолютно не вовлечено в эту деятельность, и при этом было накоплено около 10 тонн мусора на подножии горы. Спрашивается, какая выгода Кыргызстану? Поэтому при развитии стратегии для Кыргызстана должно учитываться не только количество, вот статистика, но должен также нужно пытаться увеличить долю доходов местного населения и нагрузку экологическую на эти районы. И поэтому я считаю, что нужно подойти очень дифференцированно, обдуманно, не просто гоняться за числами. Так в итоге вот эти моменты, о которых вы сейчас говорите, они отражены в этой программе новой? Частично, да, отражены. Частично, но я, как уже ранее заметила, нужно прописать более подробные, эффективные механизмы для исполнения. Например, обеспечение безопасности туризма. Каким образом? Нету, я считаю, что лицензии нужно вводить. Не повсеместно, но в экстремальных и приключенческих лицензия нужна. Может, она как называться по-любому, сертификация гидов, инструкторов, но она должна производиться. В рамках правительственной программы, да, вы предлагаете разработать профессиональные стандарты, вводить обязательную сертификацию гидов, обязательное медстрахование и страхование жизни иностранных туристов, прибывающих в Кыргызстан. Как вы планируете все это вводить, когда туроператоры и турфирмы выступали против этих нововведений в рамках пакета новых изменений в
закон о туризме? После того, как турбизнес изъявил свое желание сказать определенно по некоторым статьям, то, что даже вы говорите, где сертификация, там, стандартизация и так далее, то есть эти моменты уже учли, и я не думаю, что тут уже будет сильное такое давление на бизнес, где законом будет регулироваться, что они должны в обязательном порядке вводить какие-то стандарты, в обязательном порядке вводить... Страховать своих туристов? Да, потому что тут я не зря сказал, да, то есть либерализация бизнеса, где бизнес может, предприниматели сами могут реально как бы управлять рынком, где ситуация будет им позволять, что они сами будут регулировать. Сертификация гидов, да, приключенческого туризма, скажем, это, наверное, мы будем лучше передавать ассоциациям профильным, которые они сами будут регулировать внутри. Назгуль Жеңишевна, правильно ли правительство делает, планируя, да, вопросы регулирования давать в частные руки? В таких экстремальных видах туризма, которые связаны с жизнью человека, особенно иностранца, мне кажется, необходимо какое-то хотя бы минимальное государственное регулирование. Полностью на откуп частным лицам, я считаю, нельзя отдавать. Это подпортит имидж всей страны и просто отпугнет туристов. Я считаю, что какое-то регулирование должно быть обязательно. Даже так называемых суперлиберальных державах, как США, там, колыбели капитализма, в Англии, в Голландии, существует всегда какое-то регулирование. В Америке, например. Государственно. Да, государственно очень четко прописаны все правила и очень четко прописаны. Обязательно требуется страховка не только жизни, медицинская, но и жизни. А у нас что получается? Иностранец едет на пик избираться с обычной страховкой, которой он едет в Грецию, да? А в случае в Кыргызстане, нет, они получают у себя в стране и приезжают сюда. Да, извините, я сейчас закончу свою мысль. Как раз они покупают эти страховки у иностранных страховых фирм, как раз, которые адаптированы на стандартные там безопасный туризм, например, в Средиземном море. Потом с этой страховкой приезжают и, допустим, ломают ногу в горах, которая требует медицинской эвакуации, даже МЧС. Нужно платить за вертолет. Абсолютно не покрывает это. То один из комплексных подходов для развития вот этого сектора, сегмента будет было бы создание кластеров, туристических кластеров, например, либо по географическому принципу, в Иссыкульской области или в Чуйской, ну также по направлениям, например, горнолыжный кластер, там уже были там действия приняты. Это бы позволило достичь одновременно 3 цели. Во-первых, поднятие экономики регионов, и второе – это реализация экономии масштабов, охвата, снижением затрат. И третье, продвижение наших. И третье, нужно, ну, конечно, почему экономия идет? Снижение затрат, потому что вместо того, чтобы конкурировать, турфирмы бы предлагали взаимодополняющий пакет, проводили бы общую экономили на общей маркетинговой программе, на общей рекламе, на общих транспортных услугах. И третья, основная, тоже одной из целей, которая была бы достигнута, это позволило бы смягчить вот этот барьер, именно вот препятствие, то, что у нас короткая сезонность наших туристических продуктов. Мне кажется, вот государство вот в этой области должно играть ведущую роль. И поэтому не только в качестве регулирования, но и в качестве координации организации. Поэтому полностью самоустраняться государство из этого сектора не должно. Нет, государство не устраняется. Государство, наоборот, вместо туристического кластера планирует создать госпредприятие «Кыргызтуризм». Максат Дамирович, сейчас в обществе очень активно обсуждается этот вопрос. Зачем нам нужно создавать еще одно госпредприятие на фоне всех неубыточных, да, предприятий, тратя человеческие, финансовые, временные ресурсы? Как раз таки первой задачей этого госпредприятия является продвижение, то есть маркетинговые работы. Те существующие рынки, как, скажем, Западная Европа, США, Япония, Корея, например, остаются, но также мы добавляем туда, скажем, арабские страны, да, и мы изучаем профиль туриста, который заезжает к нам в Кыргызстан. Да, госпредприятие, и госпредприятие как раз таки будет продвигать вот эту идею, маркетинговую стратегию, реализовывать, каким образом привлекать больше туристов сюда, также и заниматься привлечением инвестиций. Да, на предприятии будет заниматься тем, чем сейчас занимается департамент туризма, правильно? Нет, департамент туризма на самом деле должен заниматься политикой
в целом политикой в сфере туризма, а реализацию этой политики должен заниматься госпредприятие «Кыргызтуризм», по идее. По кластерному можно еще сказать. За последнее время в Караколе такое, вот, некоторые депутаты тоже говорят, какое-то оживление, нонсенс какой-то происходит, что все жители Каракола, ну не все, но большинство начали заниматься туризмом. За счет чего и почему это начало происходить? Из-за того, что в цепочке добавленной стоимости как раз таки есть понятие агрегатор. Да? Когда есть один агрегатор, который ведет за собой очень многое количество, большое количество людей, большое количество мелких предприятий за собой, это и называется, то есть создание само по себе как бы кластерного подхода. Вот, например, горнолыжная база «Каракол», за счет него создалось очень большое количество гостевых домов, гостиниц, предприятий. Также и увеличилось количество ресторанов. Мы сегодня видим, что в Караколе есть и кофейни, которые, как и Бишкеки, да, то есть по уровню. То есть неформально кластер уже существует. Да, неформально он уже так бы создается сам по себе, да, то есть и из-за этого мы должны сейчас посмотреть, на каких территориях Кыргызстана есть потенциально такие моменты, где можно создать такой кластер, да, и по отношению этого нужно выявить именно кто должен стать агрегатором. Полностью тоже надеяться на рыночные, стихийные силы тоже не стоит, мне кажется, потому что вот даже вот этот Каракольский центр, это все равно частные, и не исключает конкуренции между разными горнолыжными или, например, другими туристическими агрегаторами. Но если бы это координировалось бы государством, то эти все излишняя конкуренция или дубликация, затрата лишних средств, например, на маркетинговую та же компанию, можно было бы избежать. Я считаю, что нужно больше акцент делать не на внешние инвестиции, а на внутренние. Нужно стараться мобилизовать внутренние ресурсы и, например, а не всякие кредиты иностранных банков очень под высокий процент. Например, у кыргызского населения очень достаточно много наличных средств, просто которые некуда даже вложить. Например, Таджикистан выпустил облигации около $2 миллиардов для строительства Рагунской ГЭС. Тогда как все внешние иностранные инвесторы отказались давать кредит, они сами уже строят. Что мешает Кыргызстану следовать такому примеру? Есть другие, помимо этого, кроме облигаций внутреннего пользования или внутренней инвестиции, есть другие инновационные механизмы финансирования. Например, государственно-частное партнерство. Даже тот же самый краудфандинг. С миру по нитке, вы, наверное, конечно, знаете, через интернет можно бросить клич и собрать. Мы не говорим о том, что будем привлекать кредиты, которые потом долгое время нужно выплачивать. Я говорю о том, что создать нужно в сфере туризма такой климат, где инвестор внешний придет и сделает определенные инфраструктурные вещи, да, то есть вопросы. И вокруг них потом наши как раз таки кыргызские инвесторы, наши граждане, у которых есть деньги, они подтянутся, возможно, построить ресторан, кофейню. На дороге будет трудно привлечь. Вот смотрите, внешние инвесторы, да, они ориентируются, да, на рейтинги. Да. А вы знаете, какой у нас рейтинг, да? Если брать даже рейтинг Всемирного экономического форума. 115 место 115 место. Всемирный экономический форум каждые 2 года проводит анализ и делает, то есть дает свой отчет по разным странам. Туда входит, если не ошибаюсь, 136 стран, и там очень много индикаторов. Давайте просто перечислим самые такие важные, да? Они смотрят на что? На инфраструктуру, на качество, на то, что дороги, если сервис, порты, очень прямые рейсы, если у нас прямые рейсы в нашу как страну. раз у нас есть открытое небо. Открытое небо. Недавно. Так, много желающих? Компании зарубежные? Уже ведутся переговоры, я бы, забегая вперед, уже сказал бы, сейчас уже идут переговоры с таджикской авиакомпанией, которая будет выполнять как раз таки по 5-й степени свободу воздуха в режиме открытого неба Душанбе, Бишкек, Сеул, да, например. И, возможно, в 2019 году этот рейс уже откроется. Если это откроется, то обязательно мы сейчас планируем в департаменте туризма, что будем проводить роуд-шоу вместе с этим открытием авиарейса в Корее. То есть хотели бы привлечь больше
не только индивидуальных туристов, но и компаний. Есть, например, в Корее очень большая, самая большая туристическая компания Ханатур. И эта Ханатур уже заинтересована нашим рынком, Кыргызстаном. Мы уже закидали статистикой, насколько у нас количество туристов, которые хотят приехать к нам, увеличивается. Если мы откроем этот рейс, то японский рынок тоже для нас уже будет доступный, потому что именно с аэропорта Инчон любой город Японии можно долететь в течение промежутки часа и полтора. С Европой мы сейчас будем решать, возможно, с Восточной Европы кто-то заинтересуется в наш рынок. Это, конечно, экономические вопросы тоже, да, то есть нужно же заполнять эти самолеты пассажирами. Какой пассажиропоток будет в Кыргызстан? В рамках проекта предлагаете провести модернизацию аэропортов Манас, Ош и Сыкуль. За счет каких ресурсов? Ну, я не знаю пока за счет каких ресурсов, но факт того, что мы открыли небо, объявили режим открытого неба, но наши аэропорты в сегодняшнем состоянии, конечно, могут принимать, пока где-то еще есть 30-35, может быть, до 40% еще возможность, да, принятия, но потом при увеличении количества рейсов сюда, к нам, в Бишкек, естественно, нужны какие-то инфраструктурные моменты, где они могут позволять. Во-первых, аэропорт нужно, наверное, то есть в аэропорт нужно привлекать инвестиции, возможно, нужно отдавать в управление, я не знаю. В доверительное управление. Да. Это не обязательно нужны огромные инвестиции на модернизацию. Надо хотя бы начать с элементарной оптимизации работы уже действующих. Например, как багажное отделение. Уже регистрация рейсов, огромные очереди там идут. Даже на такие очень хорошие большие авиакомпании, там долгие очереди. Потеря багажа, провоз багажа. Вот эти вещи, или задержка рейсов, даже просто снег не убирать. Надо начать с оптимизации работы уже текущей, а потом уже привлекать меры. Напоследок очень коротко обозначим один момент по поводу разработки бренда страны. Мы предполагали, что он уже сформирован после проведения Всемирных игр кочевников, что их можно уже ассоциировать с нашей страной и продвигать как бренд. Только одним всемирными играми кочевников сказать, что Кыргызстан мы уже сформировали свой бренд в туристической отрасли, это невозможно. Да? Бренд это как раз таки создается именно, как называется, customer feedback, да? То есть клиенты, которые приезжают, и они оставляют свои комментарии. И как раз они могут создать и тот бренд, о котором мы говорим. Позиционирование должно быть единым для страны. Например, Индия имеет после их министерство по туризму создало бренд, называется Incredible India, который делает упор, вы Евроньюз смотрите, упор на культурное наследие и храмы, и больше даже на культурную практику, духовной практики йога. Мы должны подойти единым брендом, слоганом, но при этом таргетировать и отправлять уже customized, уже адаптированные рекламные месседжи в каждый из этих рынков. Например, в Южную Корею мы делаем один месседж, для арабских шейхов мы делаем соколиные на конях, и для германских туристов лазание по горам и хождение. Как раз таки в той разрабатываемой маркетинговой стратегии мы это все учитываем. Очень хорошо. Давайте очень коротко, Максат Дамирович, программа правительственная, новая программа развития туризма до 2023 года на бумаге не останется? Ну, мы будем пытаться реализовать все пункты, которые мы указали. И есть амбиции, есть желание, есть энтузиазм, энергия. Поддержка есть? И поддержка тоже есть. Назгуль Денишевна, как вы в целом оцениваете возможности и правительства, и самих участников рынка в реализации данной программы? Я считаю, что возможности, перспективы очень хорошие. В регионах, конечно, надо немножко проводить, мне кажется, культурную работу с местным населением. Чтобы... Дело в том, что в департаменте всего 10 человек, да? Или 11? 15 человек. И при этом они не имеют филиалов, я не знаю, подразделений в регионах. Просто мне интересно, как эта политика, она будет реализовываться в регионах. Мне кажется, надо создать межведомственную правительственную структуру, где будут включены акимы задействованы.
местные власти, представители, которые бы постоянно бы встречались бы. Должен быть четкий план с четкими сроком исполнения, и каждый эту четко знал за область сферы и отчитывались бы прямую, например, премьер-министру. У нас вообще есть совет туризма в каждом регионе. И как раз в программе мы заложили реанимировать эти советы, чтобы они конкретные себе цели ставили перед собой и достигали эти цели. Да? А каким образом мы это будем делать, чуть, наверное, позже вы увидите. В течение трех месяцев мы это все поставим на ноги, это будет работать. То, что там предлагается, чтобы Айлук Мэтую, там райадминистрации могли вовлекаться, это тоже будет. Мы надеемся, что все замечания и рекомендации, которые были озвучены в рамках нашей программы, они будут учтены. Вам спасибо за ответ и за участие в нашей программе. Спасибо До большое. свидания. Спасибо за приглашение. А мы продолжаем наш выпуск. Далее краткий обзор рынка туристических услуг Кыргызстана. Если производители национальных головных уборов и сувениров оказались в минусе, то остальные участники туристического рынка явно в плюсе. По данным Нацтаткомитета, из года в год наблюдается рост потока иностранных граждан. Какие изменения произошли в сфере туризма с увеличением числа путешественников, нам расскажет исполнительный директор Кыргызской ассоциации туроператоров Нурбек Сапаров. Добрый вечер. Здравствуйте. С ростом турпотока увеличилось ли количество самих туроператоров, вообще участников туристического рынка? Да, безусловно, нужно отметить, это прежде всего из-за введения безвизового режима. Безвизовый режим дал толчок именно неорганизованным туристам, которые приезжают без визы. Да? Это бэкпекеры, которые самостоятельно путешествуют. И с увеличением этих туристов развился такой вид туризма, например, как хостелы увеличилось. Увеличение хостелов как в самом Бишкеке, так и в регионах. Дальше юрточные лагеря и предоставители услуг, их стало больше, да, на спрос появилось предложение.
Если брать последние данные аналитиков, на рынке работает чуть больше 3000 именно компаний, имеется в виду юридических, да, лиц, среди которых почти 90% это как раз-таки турфирмы. Стали ли вообще, допустим, мелкие компании объединяться в более крупные? Или наоборот, крупные начали распадаться на мелкие? Турагентства, которые занимаются на выездной туризм работающий, да, их, как мы видим, тоже идет, да, полный рост в этом количестве, да. И мы, работающие на прием туристов, да, у нас чуть другая, то есть мы являемся туроператорами. Туроператоры – это те, которые производят, создают туры, Да, правильно? абсолютно верно. Турфирмы, они продают чужие готовые туры. Турагентство, да, является посредником. Да, турфирмы. Получается, вы как производители, а турфирма как реализатор, получается, да? Идет Больше рост, производителей или больше реализаторов? идет рост по обоим фронтам. И в каком направлении они больше развиваются? В направлении массового туризма или более такого мягкого туризма, там, экологический туризм, да? Ну, если по видам туризма распределять, то раньше картина была такова, что был больше развит пляжно-рекреационный туризм, да, который больше охватывал граждан стран СНГ. Россия, Казахстан, они приезжали, да. Но с повышением уровня жизни, наверное, Кыргызстана, да, там и последующим там девальвация, помните, тенге был и так далее, то, естественно, идет сокращение, да, граждан России. Но взамен этого идет увеличение туристов из дальнего зарубежья. А они больше специализируются, наверное, на нашем горном, да, туризме. Это несмотря на то, что нет прямых рейсов оттуда, да? Да, это несмотря на то, что нет прямых рейсов. Очень развит туризм шелкового пути, это где есть огромный потенциал, да, вот юго-восточные страны. И плюс еще захватывает наши, конечно, прекрасные горы, которые тянут к себе всех любителей гор. Это граждане Германии, Швейцарии, Франции. Вы же говорите, стихийных путешественников больше, чем организованных, да? Это к чему может в результате привести? Картина будет, наверное, такова, что основные игроки, скажем, да, турбизнеса в лице туроператоров, да, они все находились в Бишкеке. С увеличением неорганизованных туристов это приведет к тому, что будет усиливаться, наверное, регионы наши, которые непосредственно до этого являлись просто предоставителями услуг, то сейчас они могут занять нишу. Что и мы видим картину, да, такую, что предоставляют сами уже, ведут туроператорскую деятельность, и в связи с этим туроператоры в Бишкеке, они будут сокращаться. Сколько, допустим, иностранный турист в среднем оставляет в Кыргызстане? Боюсь говорить какие-то статистические данные, или там в среднем и так далее, да, это такое неблагодарное дело. Хорошо, тогда я приведу данные аналитиков. Общая сумма расходов на одного человека составляет 4000 долларов. Причем 50 с лишним процентов обычно это расходы на авиабилеты. Около 30% это как раз таки услуги туроператоров. Вполне реальная. Да, вполне реальная картина. Но если мы берем неорганизованных туристов, да, естественно, у них меньше. У них будет меньше намного. Как проходит зимний турсезон? Вот напоследок хочется спросить у вас, да? Если сравнивать его с летним туристическим сезоном, то зимний туристический сезон выдает, естественно, меньше туристов, да, которые приезжают из дальнего зарубежья, я имею в виду. Приезжают в основном, наверное, из ближнего зарубежья все еще. Это именно кататься на лыжах, да, на наши горнолыжные базы. А так как они все в пространстве СНГ, то, естественно, они не нуждаются в услугах туроператора, да, они вот как едут на Иссык-Куль, например. Да? Каким, на ваш взгляд, по вашим прогнозам, будет вообще турсезон в целом в этом году? Если не будет никаких там передряг весной, политических, я имею в виду, то рост, безусловно, будет. На 5-8% это стабильно. В этом году? И в этом году, конечно, это будет тоже не исключение. В этом году, значит, будет 5-8%? 8% будет увеличение, да. Ну, мы надеемся на то, что ваши прогнозы сбудутся. Да. Да, спасибо вам большое. Как мы надеемся. Спасибо вам большое за плодотворную беседу. Удачи вам. До свидания. Спасибо большое. На этом у меня все. Вы смотрели программу «Реальная экономика», и с вами была Салтанат Кудайбердиева. Увидимся через неделю. До свидания.